Салям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. А следующие 50 минут в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня и не только. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 80 67 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И подписывайтесь на наш Patreon. Сегодня ваша поддержка помогает нам продолжить нашу работу на информационном фронте. А я рада представить гостя, который подключился к нашему эфиру онлайн, радианский розвідник Юрий Швець. Юрий Борисович, здравствуйте. Здравствуйте, Гульсум. И здравствуйте, приветствую украинских зрителей. Приветствую. Юрий Борисович, я бы хотела начать наш эфир с глобального вопроса. Как вы сегодня видите современную, прогрессивную, нормальную спецслужбу, которая должна быть и работать в нормальной, прогрессивной, цивилизованной стране? Какой она должна быть? Это очень сложный вопрос, Гульсум. Я боюсь, что такой спецслужбы в мире в настоящий момент, к сожалению, не существует. Но если так анализировать ближе к идеалу, что ли, с моей точки зрения, я бы сказал, что скорее это Моссад. Почему Моссад? Потому что это небольшая спецслужба. А чем больше спецслужба, тем она по умолчанию менее эффективная, более коррумпированная и менее управляемая. Кроме того, перед Моссадом стоят конкретные задачи и большие задачи. Страна фактически находится в течение длительного времени почти во враждебном окружении, почти в состоянии войны, и поэтому главная задача Моссада — сохранить страну в этой войне, а не коррупция, не получить там взятки, поборы с израильских бизнесов и так далее. То есть однозначно, с моей точки зрения, Моссад. Одна из самых неэффективных, я бы сказал, это российские спецслужбы и, к сожалению, украинские спецслужбы в лице прежде всего СБУ. Вот к СБУ и к ФСБ давайте остановимся на этой теме подробнее и обсудим. Вот вы человек, который знает работу советских спецслужб, как человек, который понимает, как организована работа спецслужб в странах постсоветского пространства. Что можете сегодня сказать о современной спецслужбе Украины, о службе безопасности СБУ? Что не так с нашими спецслужбами, на ваш взгляд? Да, они деградируют, к сожалению, из года в год, от одного президентства к другому президентству, как и вся система управляемости государством в Украине. То есть некомпетентность, она растет, как снежный ком. Ну, если еще, скажем так, включая президентство Кучмы, там еще держался этот профессионализм на старых кадрах, которые, ну, может быть, идеологические, к ним масса, может быть, претензий, но они знали свою работу в профессиональном плане. А затем происходило постоянная неуклонная деградация. Она достигла своего апофеоза во время президента Януковича, когда ФСБ практически проникла в СБУ, поставила СБУ под свой контроль. В известном здании на улице Владимирская при Януковиче была комната, куда заходили только офицеры ФСБ. Туда даже СБУшников не пускали. Из той комнаты они контролировали всю компьютерную систему СБУ, которая включала весь агентурный аппарат, список личного состава и так далее. То есть это была просто катастрофа. С тех пор какие-то меры были приняты, но пришла к власти, так сказать, новая плеяда, что ли, не совсем компетентных людей. Я вам скажу так. Спецслужба — это такой зверь. Вы можете собрать туда
из опер-состава исключительно высочайших профессионалов, Джеймс Бонд, Штирлиц и так далее. Но если вы сверху над ними поставите не профессионала, скажем так, овцу над прайдом львов, то это будет спецслужба овцы. Вот так, к сожалению, происходит. И помимо этого, нарастания непрофессионализма, еще одна болезнь – это коррупция. А коррупция идет от того, что СБУ, как и российские спецслужбы, занимаются тем, чем им не надо заниматься. Контролем якобы за экономикой, борьбой с коррупцией. И вместо борьбы с коррупцией спецслужба превращается в генератор и покровитель коррупции. У нас сегодня в стране говорят о том, что назрела, наконец, реформа Службы безопасности Украины. И большинство экспертов говорят о том, что СБУ нужно концентрироваться только на разведывательной или контрразведывательной деятельности и не должна иметь абсолютно никаких правоохранительных функций. Я имею в виду функции, как, к примеру, досудебное расследование и так далее. Вот как вы думаете, такие изменения, такая реформа могла бы эффективно повлиять на работу Службы безопасности Украины? Безусловно, такая реформа давно перезрела, потому что если взять, к примеру, спецслужбы западных стран, Соединенных Штатов, Великобритании, они занимаются разведкой, вот в Соединенных Штатах это ЦРУ, контрразведкой, это ФБР. Ни одна из спецслужб Соединенных Штатов или Великобритании не занимается экономическими вопросами. Вернее как, они могут заниматься как-то, если они обнаружат, что враждебных спецслужб, да, с целью подрыва глобальной экономики. Ну, может быть, такое случится. Хотя я ни разу об этом не слышал. Юрий Борисович, вы наверняка знаете, что у нас в Украине несколько дней назад, 3 августа, произошло ЧП. Убили одного из оппозиционеров Беларуси, Виталия Шишова, а точнее нашли его повешенным. Естественно, многие политики, аналитики говорят о том, что это дело рук КГБ Беларуси. Ряд говорит о том, что это дело рук ФСБ России. Очень мало кто говорит, что это суицид. На ваш взгляд, что произошло с Виталием Шишовым? Мне трудно судить, потому что, насколько я понимаю, расследование находится на самом начальном этапе. К сожалению, такого типа преступления или происшествия, они редко заканчиваются быстрым достижением, быстрым раскрытием. Ну вот пройдемся так в плане оперативного разбора предварительного ситуации, пройдемся по тем пунктам, которые вы обозначили. Самоубийство. Я не знаю. Потому что, чтобы говорить о самоубийстве, нужно знать этого человека, каким он был, особенно накануне самоубийства. Поэтому мне судить трудно. Но, с другой стороны, знаете, выходить на пробежку, чтобы повеситься где-то в парке. Если человек совершает самоубийство, он может тихо это сделать в своей собственной квартире или в номере гостиницы. Для этого не нужно идти на пробежку и демонстративно вешать себя в парке. Что касается происка белорусских спецслужб. Но если исходить из того, кому это выгодно, вот это убийство, я очень сомневаюсь, что это выгодно Лукашенко. Это последнее, что ему нужно было бы. Потому что страна сейчас, я имею в виду Белоруссию, она в осаде в связи с санкциями, в связи с известным инцидентом с посадкой из самолета и задержанием там оппозиционного блогера или политика. Я не думаю, что это вот сейчас самый разгар. Я знаю, что Лукашенко принимает усилия, отчаянные усилия, чтобы как-то выкарабкаться из этой ситуации, в которой попал его режим и он сам. И ему, никак, я не вижу здесь его личного интереса. А вот что касается ФСБ российских спецслужб, тут прямо вот все об этом прямо кричит. Вот для них это нужно. С точки зрения Кремля, Кремль прилагает недюжинные усилия для того, чтобы осуществить аншлюз Белоруссии. Сейчас очень удобный момент. По моим наблюдениям, вот эта провокация с посадкой самолета... РНР. Да, с посадкой этого самолета и арестом оппозиционного деятеля, блогера, журналиста. Там не обошлось без ФСБ России.
или СВР России. Почему? Потому что для того, чтобы проследить за этим блогером, который находился в Афинах, нужно было там иметь своих опытных работников, которые знакомы с Афинами в плане проведения успешного наружного наблюдения. Вот там разговоры, что послали в любую страну наших Джеймса Бондов, я имею в виду белорусских, они так сработали. Нет, это так не работает. Когда, скажем, я приехал в Вашингтон в первый раз, мне дали 3 месяца, чтобы я ознакомился с городом. И в это время я не должен был ничего делать, чтобы не наделать глупости. И если бы мне сразу сказали, что тут вот оппозиционный журналист, если надо за ним проследить, это было бы Mission Impossible. Вот, поэтому я вижу опять-таки, очень предварительно, я вижу заинтересованность потенциальную Кремля и российских спецслужб. Ну и вот я бы вел расследование объективно, но очень обратил бы внимание на вот эту возможную линию. Юрий Борисович, а разве КГБ Беларуси и ФСБ России это не одно и то же? Они не могли действовать сообща? Трудно сказать. Здесь нужно знать просто степень проникновения российских спецслужб в КГБ Беларуси. Я знаю, что это головная боль Лукашенко, потому что Россия – это для Лукашенко тот союзник, который может быть хуже врага. И спецслужбы России, они могут быть не столько союзниками, опять-таки, сколько его врагами. Я не знаю, кого он больше опасается, ЦРУ Соединенных Штатов или ФСБ и СВР России. Я подозреваю, что российских спецслужб он подозревает больше. Поэтому он регулярно в ходе своего президентства перетасовывал свои спецслужбы. Прежде всего для того, чтобы не допустить проникновения туда российских спецслужб. Но я думаю, что оно происходит. То есть проникновение российских спецслужб, безусловно, белорусские есть, но я не думаю, что это одно и то же, потому что Лукашенко их тасует. А на ваш взгляд, насколько спецслужбы ФСБ России инфильтрованы в спецслужбы СБУ? Я не скажу, что сейчас они инфильтрованы, то есть в плане продвижения массового. Инфильтрация подразумевает массовое, так сказать, агентурное проникновение. Я не думаю, что это массовое проникновение, как это было при Януковиче, но агентура российская и прежде всего СБУ, она широчайше представлена в высших эшелонах власти и во всем политикуме. Скажем так, в политической и бизнес-элите Украины. И, к сожалению, я должен сказать, что я знаю, я слежу за украинскими средствами массовой информации, за телевидением, много разговоров о том, как построить Украину будущего, но пока не будут решены две главные задачи в Украине, то никакого будущего у страны не будет, независимости не будет. Первое, надо вычистить политическую элиту страны от российской агентуры. Второе, нужно побороть хотя бы коррупцию на самом высоком уровне государства. А вот если мы говорим о вербовке представителей руководства постсоветских стран, Украины в том числе, как это происходит? В России в отношении Украины наметилась очевидная тенденция. Эта тенденция, я ее называю труба. Это вот эта самая труба, газотранспортная система Украины, по которой российский газ через украинскую территорию шел на Запад. И вы знаете, что начиная с 90-х годов, где-то к середине 90-х годов, всегда создавалась какая-то прокладка, которая отсасывала из этой трубы огромное количество средств. Речь шла о миллиардах. Так вот это... Я знаю, кто был инициатором одной из первых вот таких прокладок. И это была агентура российских спецслужб, конкретно службы внешней разведки России. И вот через эту трубу происходило коррумпирование высших представителей украинского государства, украинской элиты со всеми вытекающими последствиями. То есть коррупция это главный инструмент влияние и подчинение Украины Кремлем и российскими спецслужбами. Сейчас ирония судьбы. С одной стороны, это плохо, что Украина может быть в обозримом будущем лишится этой трубы, и газ пойдет через потоки там северные всевозможные. Но с другой стороны, это лишает Кремля
одного из основных орудий подчинения украинской элиты. Я думаю, вы имеете огромный бэкграунд и богатый пласт информации. Вот на ваш взгляд, кто с нынешних высокопоставленных лиц Украины может работать в интересах России? Кого вы наблюдаете? Ну, откровенно говоря, это с моей стороны было бы непрофессионально сейчас называть конкретные имена, фамилии, я их знаю. Потому что мне уже американцы их называют, эти фамилии. Это люди, которые играют значительную роль в управлении государством, включая внешнюю политику. Но с моей точки зрения, с моей стороны, было бы непрофессионально называть их. Да, я понимаю. Ни к чему хорошему не приведет. Вот, знаете, контрразведка не любит тишину, так же, как и бизнес, да? Нужно делать все по правилам и в тишине. Когда это все превращается в хайп и выносится на улицу, это самый действенный способ это дело погрести, да? Угробить. Я вам просто скажу, что эти люди настолько очевидны, и их усилия настолько очевидны, что, опять-таки, мне американцы их уже называют. И вот говорят, что, слушай, ну как-то мы не знаем, что делать. С одной стороны, Украина говорит, что ее представители, мы хотим в НАТО. Но если они войдут в НАТО, то в НАТО, если так будет ситуация, как сейчас, войдут якобы украинские представители, но они будут агентом Кремля. И то, что мы сегодня обсудим в Брюсселе за закрытыми дверями секретные планы НАТО, через 2 часа узнают в Кремле. Вот как это возможно, понимаете? Вы про Вагнергейт? В частности, да. Юрий Борисович, вы затронули тему Северного потока-2, тему трубы. Я вот хотела бы продолжить в этом контексте несколько вопросов с вами обсудить. Вы знаете, что совсем недавно Соединенные Штаты Америки и Германия сделали совместное заявление относительно завершения строительства Северного потока-2 в Украине. Руководство Украины говорит о том, что Северный поток-2 представляет угрозу национальной энергетической безопасности Украины и не только, а всего европейского континента. Как Путин, на ваш взгляд, может использовать против Украины, против Европы Северный поток-2 в случае, если его достроят, очевидно, его достроят и введут в эксплуатацию? Ну, это понятно, потому что газ, эта труба, это давно было орудием политического влияния Кремля. Еще во время Советского Союза, я помню, учился еще в так называемой шпионской школе, когда один из преподавателей нам говорил, ну газ-то идет, но крантик, он говорил, крантик-то у нас, всегда нужно его перекрыть. Ну а Путин использовал этот крантик, он уже перекрывал, поэтому все это известно и все это понятно. Вопрос лишь в том, то есть возможности его, с тех пор, как только эта труба, то есть газ пойдет напрямую, минуя Украину, возможности Путина, Кремля в этом плане значительно увеличатся. Но с другой стороны, знаете, Путин сегодня и Россия сегодня это не Россия, которая была в 2013-2012 году. Чем она отличается? Страна повязана санкциями. Как бы они там ни хорокорились в Москве, эти санкции как горота, они медленно удушают Россию. Россия теряет в значительной степени кредиты, дешевые кредиты, которые раньше были доступны. И, может быть, самое главное, они теряют доступ к новейшей технологии. Вот эта технология, она убивает просто надежды России на будущее. То есть им нужно избавиться так или иначе нужно избавиться от этих санкций. Это было основное направление внешней политики России, основная надежда при президенте Трампе. Поэтому я думаю, что если только не представить каких-то катастрофических катаклизмов в международных отношениях глобального масштаба, Россия вряд ли будет использовать вновь возникшую ситуацию в качестве орудия политического давления на Европу. Но она будет использовать эту трубу, этот газ
в качестве инструмента коррупции, как вы только что обсудили, она использовала в значительной степени против Украины. Что касается Украины, то да, главная проблема сейчас вот в связи с американо-германскими договоренностями по этой трубе, по Северному потоку, она состоит в том, что это представляет собой экзистенциональную угрозу безопасности Украины. И вот так и должен быть поставлен вопрос во время предстоящего визита президента Зеленского в Вашингтон. То есть это решение, которое принимала Германия и Соединенные Штаты, исходя из своих внутренних, так сказать, потребностей, она реально ставит под угрозу национальную безопасность Украины. Украина, это европейская страна, тем самым ставится под угрозу безопасность всего европейского континента. А как вы думаете, может ли Кремль организовать некую диверсию, спецоперацию на нашей ГТС? Потому что мы ведь понимаем, что так или иначе, согласно нормам третьего энергопакета, Россия не может прокачивать то количество газа через Северный поток-2, которое, в принципе, определено и согласно нормам третьего энергопакета. В любом случае придется какое-то количество объема газа качать через ГТС Украины. Вот, кроме форс-мажорных обстоятельств. А это может быть диверсия, на ваш взгляд? Да, может быть. Вполне может быть. Поэтому нужно держать ухо востро. И для этого нужно иметь квалифицированную службу безопасности, которая бы следила за этим. Угу. Как вы думаете, если все же Кремлю удастся вывести нашу ГТС из игры, стоит ли ожидать прямой конфронтации, нападения на нашу страну со стороны Кремля? Или же Путин это не война, а вот спецоперация? Я очень отрицательно отношусь вот к тем иногда экзальтированным высказываниям или посылом, что нападение Путина на Украину, масштабная агрессия практически неминуема, и вот она вот-вот произойдет. Это, я считаю, одно из направлений активных мероприятий, которое проводилось Кремлем еще со времен Советского Союза. Это пугание Запада, а сейчас Украиной, страшным всесильным Кремлем, который, если вы не согласитесь сейчас на формулу Штайнмайера, придет злой Путин и вас всех съест. Это кремлевская пропаганда. У Путина нет достаточных количествах ни живой силы, ни техники, чтобы осуществить массовую агрессию, потому что гибридным способом осуществить массовую агрессию против Украины Россия не может. А пойти на открытую агрессию с использованием регулярных вооруженных сил она вряд ли рискнет, учитывая то, что мы сейчас обсудили, она и так не знает, как вылезти из этих санкций. А если она осуществит открытую агрессию, то это уже будет агрессия. Это будет уже резолюция 3314 Генеральной Ассамблеи ООН от декабря 1974 года и признание страны агрессором по этой резолюции. Это страшные санкции. Это SWIFT летит, это тот же Северный поток летит, это возможная эмбарго на поставку энергоносителей из России. Это катастрофа. То есть это конец путинскому режиму. Они на это вряд ли пойдут. Но это не значит, что нужно расслабиться и ничего не делать. Порох нужно держать сухим. Вооруженные силы Украины должны всегда быть в полной боевой готовности. И я вот как-то недавно выступал по украинскому телевидению и сказал, что за это время, 7 лет, собственно говоря, пора уже, поскольку Украине противостоит враг, который намного более многочисленный, у него больше денег, у него больше вооруженных сил. И вот в таких ситуациях, как показывает история, пример других стран, в частности Израиля, создается оружие судного дня. Сейчас нет договора международного, запрещающего ракеты средней дальности. У Украины есть прекрасные возможности в создании этих ракет, и я не вижу причин, почему бы Украина сейчас не могла бы создать несколько таких ракет, нацеленных на резиденцию Путина, включая Кремль. Юрий Борисович, в начале нашей беседы вы сказали, что спецслужбы России, а именно ФСБ, еще больше деградировали. Почему?
Так страна такая, ведь страна построена на коррупции. Потому что ложь и коррупция – это фундамент путинского режима. Какой режим, такие у него и спецслужбы. Таких людей не набирают. Нынешнее ФСБ – это намного хуже, чем КГБ СССР. О, это небо и земля. Я вам скажу по собственному опыту. Так. Как только спецслужба начинает заниматься бизнесом и экономикой, это крах. Это уже не спецслужба, потому что они начинают думать о деньгах, деньги становятся главным, их бизнес-проекты становятся главными. ФСБ сейчас и ее высший состав, они управляют миллиардами долларов. Это полный рабочий день. На все остальное, это, как в Советском Союзе говорили, по остаточному принципу. Останется у них чуть-чуть времени после управления своими деньгами подумать о чем-то другом, они будут заниматься. Поэтому, вот вы смотрите, все эти якобы успехи ФСБ России в борьбе со шпионажем, с терроризмом, это все выдуманное, высосанное из пальца. Я помню в Советском Союзе, который был главным противником Соединенных Штатов во время Холодной войны, значит, в год раскрывалось примерно где-то 2-3 шпиона в год. Однажды раскрыли 4, это было специальное заседание Политбюро. Оврал, что происходит, на нас напали. Сейчас ФСБ России каждый год рапортует о раскрытии свыше 400 агентов иностранных спецслужб в России за год. Такого не может быть, потому что не может быть вообще. Это вот люди, которые называют эти цифры, это люди, которые вообще не понимают, что такое агент и как с ним бороться. То есть это, вот вы знаете, я вам интересный пример приведу. Есть Мюнхенская конференция по безопасности, которая известна, да? Да, 2007 год. И она каждый год выпускает доклад. Вот в 2019 году доклад, раздел этого доклада по России назывался «Путемкин-ленд», то есть «Путемкинская земля». Это соединение, это та ситуация, когда Потемкинская деревня была поднята в масштабах всего государства. Вот ФСБ России – это путемкинская спецслужба, которая главная цель – это ковать деньги, ну а потом как получится. А потом они начинают делать фейковые дела. По наблюдению иностранных специалистов, сейчас ФСБ, между прочим, это главная разведывательная спецслужба страны. Одно из ее подразделений, которое называется служба информации из зарубежных связей. Так вот, это одно из главных сейчас разведподразделений страны. И если ее сравнивать с СВР, с ГРУ, то вот это подразделение разведывательное ФСБ, оно самое наименее квалифицированное в плане разведки. ФСБ взрывает Россию? ФСБ взрывает Россию? Да, совершенно верно. Совершенно. Вот мой давний друг и партнер по бизнесу Саша Литвиненко написал эту книгу, так он ее назвал, и ФСБ продолжает взрывать Россию. Спасибо вам большое. Спасибо, что нашли время и подключились к нам в эфир. Юрий Швец был с нами на прямой связи с радянский розвідник.